Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии». Это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Напомню, что на территории Северного Крыма нас можно слушать на частоте 105,9 FM, а также круглосуточно слушайте нас на сайте Крым Реалии, либо смотрите наши прямые трансляции на канале в YouTube, на странице в Фейсбуке. Можете подписаться, и тогда вам обязательно придет уведомление, когда будет новая программа. Ну, о чем мы будем сегодня говорить? В Крыму заочно арестовали ведущую крымско-татарского канала АТР Гульсум Халилову. Крымское управление ФСБ России возбудило уголовное дело против журналистки крымско-татарского телеканала АТР Гульсум Халиловой по статье 208 Уголовного кодекса России. Это участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства. Об этом корреспонденту Крым Реалии рассказал адвокат Эмиль Курбединов. Цитирую. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса «Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства». Согласно материалам дела, Гульсум Халилова якобы вступила в батальон Номана Челебиджихана в 2016 году, и доследственная проверка по делу велась около года. По версии российского следствия, Гульсум Халилова помогала батальону информационной поддержкой. Меру пресечения в заочном виде содержания под стражей суд избрал 12 июля. Рассказал нам в комментарии крымский адвокат Эмиль Курбединов. По словам адвоката, по ходатайству следствия ФСБ журналистка объявлена в международный розыск. Ее подали в международный розыск, мол, она скрывается от следствия. Пока она в розыске, рассмотрение уголовного дела приостановит, но материал на нее будет лежать. Это рассказал нам Эмиль Курбединов. До программы мы пообщались с самой Гульсум Халиловой, крымско-татарской журналисткой, которая работает на телеканале АТР. И спросили ее, как она узнала вообще вот о том, что ее подконтрольной России крымские чиновники подали в международный розыск, и о том, как вообще, что ее подозревают в таких преступлениях эти российские, опять-таки, подконтрольные России силовики, и все, что она по этому поводу думает. Давайте послушаем. На сайте так называемого Верховного суда было это все. Просто меня никто не оповещал о том, что идут суды. То есть я не знала. По идее, да, там они должны сказать, вот там суд, какую-то повестку дать, какое-то письмо или как-то оповестить. А мне никто не сказал, что у меня назначен суд на 12 июля, что назначен адвокат, что якобы я скрываюсь, и поэтому они назначили так называемого государственного адвоката. Но я не скрываюсь, я тут работаю, меня все видят в эфире телеканала АТР. Ну, так решили. Это, естественно, это смешно. Ну, как я могу это объяснить? Они же меня обвиняют в участии батальона Номана Челебиджихана. Все мы знаем, да, что после переформатирования гражданской блокады Крыма ее лидер объявил о формировании батальона имени Номана Челебиджихана. Я с начала гражданской блокады Крыма, то есть 20 сентября по ее переформатированию, то есть до 1 января 2016 года, работала там полевым журналистом. Если проанализировать все эфиры телеканала АТР с 20 сентября 2015 до 1 января 2016, то вы увидите, что ежедневно я выходила в прямые эфиры информационных программ, ежедневно делала американки, сюжеты и рассказывала о том, что происходит в рамках блокады Крыма. Я там работала полевым журналистом, исключительно выполняла свои журналистские обязанности. И, видимо, они решили, что надо каким-то образом ведь давить на свободу слова, надо же объявить, что крымские татары участвуют в каких-то бандформированиях, надо же объявить, сделать больше, сфальсифицировать больше уголовных дел в отношении коренного народа Крыма, который проявляет свою приверженность к украинской позиции. И поэтому они решили вот так это сфальсифицировать, вот так это придумать и вот под таким предлогом подать. Я не вступала ни в какие батальоны, я работала там, спецкором, я работала полевым журналистом, я освещала все то, что происходит в рамках блокады Крыма. Я никуда никогда не вступала и не имела никакого отношения к каким-то формированиям. Это Гульсум Халилова, которую подконтрольные Кремлю силовики в Крыму обвиняют в том, что она принимала по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства. Это вообще, конечно, очень интересный вопрос, каким образом можно обвинять гражданина другой страны в участии на территории другой страны в чем бы то ни было, да? Но сама Гульсум Халилова, во-первых, она говорит, что она никогда не была ни членом батальона, она всегда просто работала журналистом. Это во-первых. Во-вторых,
сама Гульсум Халилова не собирается просто-напросто сидеть сложа руки и намерена обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы отстоять свои права. Сегодня я уже была в прокуратуре Автономной Республики Крым. Я написала заявление, и если вы уже видели, прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело по факту признания невинного человека в уголовном деле. Ну и, конечно же, этим делом будет заниматься Эмиль Курбидинов, и, безусловно, мы будем подавать в Европейский суд по правам человека. Это, напомню, если вы сейчас нас не смотрите, а слушаете, это Гульсум Халилова, журналистка крымско-татарского телеканала АТР, которую обвиняют в том, что она участвовала в незаконных вооруженных формированиях на территории иностранного государства. Причем, что самое интересное, обвиняют ее в этом подконтрольные России силовики в Крыму. Да? То есть очень интересно. То есть не на территории России, не российского гражданина, но абсолютно, в общем, какая-то ситуация, которую прокомментировать тяжело, но мы постараемся сегодня это сделать с помощью наших экспертов. Вот до программы мы также пообщались с крымским адвокатом Эмилем Курбидиновым, и он рассказал вот о версии российского следствия, за что по версии этого самого российского следствия объявляют Гульсум Халилову в международный розыск. Стало известно, что ей избрали меру пресечения 12 июля заочно в Киевском районном суде, и адвокат по назначению, который там был, подал апелляционную жалобу. В материалах дела нет ни одного надлежащего документа, подтверждающего, что заочно следует Гульсум Халилову арестовывать. Ну и сейчас мы еще один звук послушаем, еще одно сообщение от Эмиля Курбидинова. Представила там следствие, что Гульсум якобы скрывается от кого-то и так далее. Все это абсолютно не обосновано. Гульсум Халилова публичный человек, каждый день она выходит в эфир. Об этом, я думаю, знают все оперативники ФСБ. Ни от кого она не скрывается, она официально работает в Киеве. И ни одного хотя бы по месту работы объявления, уведомления о том, что в отношении нее там ведется какое-то уголовное дело, ей не поступало. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла производство после возбуждения в аннексированном Крыму уголовного дела против ведущей крымско-татарского телеканала АТР Гульсум Халилова и ее заочного ареста. Об этом 2 августа сообщил заместитель прокурора Автономной Республики Крым Игорь Паначевный. А сейчас с нами на связи Павел Чернышенко, прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Павел, приветствую вас. Добрый вечер. Если возможно, я понимаю, что, может быть, вы сейчас предварительно не можете дать какую-то там правовую оценку, но тем не менее, что означает, когда вот российские чиновники заявляют о том, что они подали того или иного человека в международный розыск? Получает ли в этом случае какие-то документы украинская сторона? Те, що російські правоохоронці оголосили міжнародний розшук громадянина України, журналіста, означає виключно те, що на підставі зібраних матеріалів вони дійшли такого висновку. Я вважаю, що будь-які матеріали на даний момент не надані українській стороні, тому дане питання коментувати передчасно. Однак факт є фактом. На даний момент російським судом прийнято рішення про оголошення міжнародний розшук. І нагадаю, відповідно до російського законодавства є така можливість, передбачена Кримінально-процесуальним кодексом, особи не тільки було оголошено міжнародний розшук, а вже й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Скажите, насколько, насколько эти действия, они могут угрожать вообще Гульсум Халиловой? На даний момент, оскільки Гульсум Халилова перебуває на материковій частині України, вважаю, що їй серйозна небезпека не загрожує. Я взагалі вважаю, що такі дії представників окупаційної влади свідчать лише про те, що продовжується політика залякування незалежних журналістів, і фактично це спроба примусити їх займатися самоцензурою. Угу. Скажите, а вообще много вот таких дел зафиксировано прокуратурой Автономной Республики Крым, когда вот эти подконтрольные России чиновники, или, может быть, российские чиновники, которых перевели там на аннексированную территорию, они таким или иным образом угрожают украинским гражданам на украинском материке?
Певні факти є. Досудове розслідування за даними фактами ведеться. Звісно, я зараз не можу надавати вам більш конкретну інформацію, проте всім даним фактам надається оцінка в рамках кримінального провадження. За відповідними фактами, звісно, прокуратура Автономної Республіки Крим вносить відповідні дані до єдиного реєстру досудових розслідувань, як і фактично було також дійсно сьогодні. Павел, еще один вопрос. Скажите, а вот если, например, Гульсум Халилова, она выйдет за пределы Украины, не в Россию, не на территорию, допустим, оккупированного Крыма, а вот, в другую страну, там тоже может ее, это требование России, оно также будет там распространяться, ее заочном аресте, вот там, и, куда они ее хотят, чтобы депортировали, не знаю, наверное, на территорию России? Це залежить, звісно, від рівня співробітництва тієї країни, в яку вона може виїхати з Російською Федерацією, від наявності міжнародно-правових договорів про спільну діяльність, про взаємодію в рамках кримінального провадження. Тому, знову ж таки, необхідно знати конкретні дані, конкретна країна, конкретні взаємовідносини, наявність конкретних міжнародних договорів. Понятно. Спасибо вам. Павел Чернышенко был с нами на связи. Это прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что Крымское управление ФСБ России возбудило уголовное дело против журналистки крымско-татарского телеканала ТР Гульсум Халиловой по статье 208 Уголовного кодекса России «Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства». Более того, заочно ее арестовали на 2 месяца, да, и теперь объявили еще международный розыск. С нами сейчас на связи Искандер Бареев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искандер, приветствую вас. Добрый вечер. Искандер, насколько я помню, в этом году вы оказались, в начале этого года вы оказались приблизительно в такой же ситуации. То есть вас тоже заочно арестовали и объявили в розыск или нет? Да, действительно, у меня точно такая же ситуация, только у нас статьи разные. У меня 281 статья, и здесь, конечно же, учитывая то, что Гульсум является журналистом, я думаю, что 281 статья ей не совсем подходит, потому что она постоянно, как журналист, может опрашивать или может говорить на тему деоккупации Крыма и так далее, и здесь очень тяжело зацепиться. Поэтому ей они высосали из пальца проблему. Действительно, она освещала события, которые происходили в 2015 году во время гражданской блокады Крыма. И, соответственно, конечно же, ей повесили, что якобы она имела прямое отношение к вооруженным батальонам и так далее. Но сам процесс в том, что так же, как и у меня, было решение первой инстанции, суда первой инстанции, так называемого, они сами же назначили адвоката и не предупредили Гульсум, и провели суд уже второй инстанции. То есть они уже прошли и апелляционную, они отклонили апелляционную жалобу нанятого адвоката. А как так может, Искандер, извините, как может так получиться, что человек даже не знает о том, что уже идут какие-то судебные заседания, и его никоим образом не оповещают, а судебная вот эта машина, она продолжает свое движение? Я думаю, что на самом деле государство может предоставлять, как и в Украине, в принципе, так и в Российском уголовно-процессуальном кодексе, они имеют право предоставлять адвокатов, но то, что адвокат не сообщает и не сообщает данные органы и Следственный комитет, это как раз-таки очень большой вопрос. Я думаю, это делается целенаправленно для того, чтобы мы, не имея информации, направляясь куда-либо, могли быть действительно арестованными и экстрадированными на территорию Российской Федерации. А вот, кстати, Искандер, вы же ездите часто, бываете за пределами Украины. Да. Было ли у вас вот за это время, в течение этого года, хоть раз, чтобы к вам задавали какие-то вопросы, или, не на территории Украины, за рубежом, и говорили, что вы находитесь в розыске, потрудитесь дать объяснения какие-то? Но я ж не просто езжу, мы провели все процедуры. Во-первых, я сделал официальное обращение в представительство Интерпола в Украине, подготовил соответствующие документы. На основании моего заявления украинское отделение Интерпола обратилось в генеральный центр. И, соответственно, реально получила информацию. И на основании этого письма действительно Российская Федерация обратилась в Центральный комитет Интерпола для того, чтобы меня включили в
список разыскиваемых. И на основании письма Украины меня сняли с этого списка. То есть вы сейчас провели... в международном розыске вас нет сейчас? Я не нахожусь в списке Интерпола, но мы должны понимать следующее, что есть разные договора. Вот, допустим, когда мы говорим о договоре, существует договор среди стран СНГ. Однозначно, что меня оттуда никто не убрал, и, соответственно, мне не стоит и очень рискованно ехать в страны СНГ. Например, то есть во все страны или какой-то есть определенные страны, которые не сильно прислушиваются к Москве, как вы думаете? Смотрите, даже после того, когда я узнал, я должен был, по-моему, в феврале месяце ехать на совещание ОБСЕ, по-моему, было в Грузию, и Министерство иностранных дел Украины не порекомендовало мне ехать туда. Даже в Грузию не порекомендовали. Потому что Грузия не вышла из этого договора. Украина вышла, Грузия состоит в этом договоре. То есть даже в Грузию мне было бы небезопасно ехать. Что касается западных стран, у меня проблем нет. Я уже посетил и Бельгию, я посетил Брюссель, я посетил Германию, я посетил Женеву. Я посетил Соединенные Штаты Америки. Кстати, я поехал когда в Турцию, я по-своему переживал, скажу честно. Но как раз-таки по Турции у меня не было никаких проблем, но я был уверен, что мы сможем своевременно отреагировать, и Турция меня не будет сразу же выдавать, пока не пробьет по всем каналам. Поэтому в Турцию я смело поехал, и в мае месяце у меня не было проблем. Но вам не задавали там, да? Вот в Турции вам не задавали вопросы? Задавали вопросы. И с другой стороны, конечно же, я думаю, это, во-первых, то, что уже я перед поездкой в Турцию, я уже имел письмо, ответ от украинского отделения Интерпола, что я не нахожусь в списках Интерпола. Я напомню нашим радиослушателям, с нами на связи Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. И я сейчас маленькую цитату дам еще главы Меджлиса крымско-татарского народа, народного депутата Украины Рифата Чубарова. Он полагает, что вот это постановление российских оккупационных судов в Крыму о заочном аресте на 2 месяца журналистки крымско-татарского телеканала АТР Гульсум Халиловой, обвиняемой в участии в незаконном вооруженном формировании по статье 208, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, из разряда кафкианских, когда мрачное, угнетающее, наполненное иррациональностью и абсурдом действо, тем не менее является абсолютно реальным и угрожающим жизни Гульсум, отметил Чубаров. А на ваш взгляд, Искандер, такой вопрос. Почему российские чиновники, вот эти российские силовики, российская ФСБ решила взяться именно за Гульсум? То есть, есть же люди, которые политики, какие-то общественные деятели. А тут решили взяться за журналиста, который 4 года назад покинул территорию аннексированного Крыма. Гульсум – одна из журналисток, которая очень активно поднимает темы оккупированного Крыма и поднимает темы, связанные с деоккупацией Крыма, хотя она приглашает гостей и задает достаточно адекватные, острые и интересные вопросы. Поэтому они и подобрали, кроме того, Гульсум – это одна из немногих журналистов, которая на самом деле снимала достаточно серьезные репортажи по событиям по гражданской блокаде Крыма. И поэтому, соответственно, они искали механизм, потому что за журналиста не так просто зацепиться по той статье, по которой можно зацепиться до политика или правозащитника, или общественного деятеля. Поэтому как раз-таки Гульсум оказалась для них удобна в том плане, что ее можно привязать к батальону имени Нумана Челебиджихана. И поэтому они и нашли статью, по которой можно зацепиться до нее. И поэтому я считаю, что для того, чтобы нужно дальше вести работу в этом плане, нужно также по моей схеме обратиться непосредственно в представительство Интерпола в Украине, для того, чтобы была своевременная реакция. И, соответственно, далее собрать документы, и есть все основания для подачи в Европейский суд по правам человека. Как и сделал и я. Я уже получил ответ о том, что мое дело принято. Искандер, и еще у меня сейчас будет один вопрос. Ленора Энгулатова написала такое мнение о том, что уголовное дело в отношении лица в связи с его участием в незаконном военном формировании и розыск по линии Интерпола дает широкие возможности привлекать лиц, которые контактируют с обвиняемым. Это, соответственно,
соответствующая статья Уголовного кодекса России «Пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом». Данную практику опробировали на Северном Кавказе еще в 2009-2013 годах. И сейчас идет повторная волна аналогичных уголовных дел в Чечне, Ингушетии, Дагестане и в Краснодарском крае. То есть, возможно, просто это как бы первая ступенька, но первый шаг такой, а потом будут и требовать каких-то вот, искать каких-то контактов, то есть всех, с кем общалась эта журналистка. Ну, это однозначно, да, но для того, чтобы они требовали... Алло. Да. Для того, чтобы требовать контакта, конечно же, для них первая и важная процедура – это заочный арест. И как раз-таки заочный арест они применили в отношении меня и в отношении Гульсум, что если мы будем находиться на любой какой-либо территории, которая более благосклонно относится к Российской Федерации, то нас могут сразу же арестовать, экстрадировать и содержать в течение 2 месяцев в СИЗО до следующего заседания суда по продлению срока пребывания. Поэтому это и говорит о том, что они готовят практически все необходимые меры для того, чтобы нас как-то просто арестовать и, соответственно, далее использовать в своих уже целях. А есть ли смысл вообще каким-то образом участвовать в процессах, российских судебных процессах, там дистанционно или там с помощью адвокатов, или нет? Не, на данном этапе для Гульсум я считаю, что достаточно пройти. Все зависит от того, если для Гульсум достаточно уровень Европейского суда по правам человека, то на сегодняшний день для нее достаточно. Единственная здесь сложность в чем? У меня явно политическая статья, то у Гульсум немножко сложнее она, потому что здесь нужно доказать еще непричастность к каким-либо вооруженным формированиям. Поэтому здесь немножко будет сложнее, но это работа серьезных адвокатов, международников. Спасибо. Второй вопрос. Когда мы можем продолжать, если в Комитет по правам человека, то надо доходить только до Верховного суда Российской Федерации. И в этом плане нужно будет дальше, конечно, подавать заявление уже от нашего нормального адвоката. Спасибо вам. Искандер Бариев был с нами на связи, член Меджлиса крымско-татарского народа и председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Далее продолжаем программу беседы с Аркадием Бабченко, российским публицистом, который сейчас находится в Украине. Я напомню, о чем мы сегодня говорим. В Крыму заочно арестовали ведущую крымско-татарского канала ТР Гульсум Халилову. Ее Крымское управление ФСБ России обвиняет по статье 208 Уголовного кодекса России участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства. Мой вопрос к Аркадию. Аркадий, здравствуйте. Здравствуйте, только у меня к вам большая просьба сразу сходу. Не называйте вы меня российским журналистом. Не буду. Я не российский журналист. Я там не живу, и с этой страной ничего общего иметь не хочу уже давным-давно. Хорошо, тогда хорошо. Просто Аркадий Бабченко, известный журналист, и в том числе в Украине. Аркадий, есть такой у меня вопрос к вам. Вот эта статья 208 Уголовного кодекса России, которую вменяют Гульсум Халиловой, как часто, если у вас есть такие данные, вот эту статью, ее, что называется, шьют, в общем, применяют по отношению к журналистам? К журналистам я вам не знаю, не могу сказать. По-моему, по отношению к журналистам, не то чтобы часто, но я думаю, такие случаи бывали, если брать в пример, например, чеченских журналистов. Вот там плевать, журналисты или нет, я думаю, там шьют. Вообще эта статья, это, в общем, чеченская статья, использовалась по отношению к чеченцам, использовалась, а теперь вот будет использоваться по отношению к крымским татарам. Это, я вам хочу сказать, чтобы вы понимали сразу, это серьезная статья. Если ФСБ берется за такие статьи и заводит по таким статьям дела, то процент оправдательных приговоров или отмены приговоров, он минимальный. Как правило, по таким статьям, если они берутся, они сажают. Поэтому тут вряд ли поможет и адвокатура, и там, не знаю, международное право, и что угодно еще. Тут надо брать шмотки и бежать, и не попадаться к ним в лапу. Вот это самый первый основной совет. Потому что закатают в асфальт, посадят, и судиться с ними бесполезно. Скажите, а вот как часто, может быть, доставала ФСБ России российских журналистов, которые писали на те или иные неугодные для российского руководства темы? То есть вот насколько, есть такая практика или нет такой практики, когда выдавали журналистов по требованию России? Вы имеете в виду из других стран? Да, из других стран.
Я не припомню такой практики, честно говоря, и это обнадеживает. Я уж надеюсь, что Украина-то своих граждан выдавать не будет, Россия. Ага. Если говорить вообще про само обвинение, то есть ее обвиняют в том, что она участвовала в вооруженном формировании на территории иностранного государства, но при этом она не является российской гражданкой, она гражданка Украины. То есть вот тут помогите понять логику, если возможно. Вы неправильно подходите, вы не сможете понять логику, потому что этой логики там нет. Вот посмотрите на Гульсум, посмотрите на ее видео, на ее фотографиях. Да? Вот мы с Гульсум ведем передачи примерно в одно время, то есть она заканчивает свою программу на АТР, я начинаю, мы заходим, меняемся в студии, там здравствуйте, удачного эфира, привет, пока, до свидания, да. Это маленькая женщина, тихая, скромная, как принято у крымских татар, крайне воспитанная, говорить о том, что она принимает участие там в каких-то террористических образованиях, но это бред сивой кобылы, это Кащенко только, это психиатры с этим могут разбираться. Логика, с точки зрения логики, здесь рассматривать это бессмысленно. У ФСБ одна логика, простая. Берем любую самую жесткую статью и по ней тупо давим, закрываем. Вот и все. Сама статья, номер статьи, он не имеет никакого значения. Они могут подкинуть наркоту, могут подкинуть там педофилию, как он они к Буковскому в Лондон залезли в компьютер, да, и какую-то детскую порнографию ему туда накачали. Ну, здесь вот они решили применять терроризм. А на ваш взгляд, почему именно Гульсум? Ну вот почему она оказалась под прицелом у ФСБ? Не знаю. Где-то перешла дорогу, где-то что-то насолила. Здесь я не могу сказать. Понятно. Спасибо вам. Аркадий Бабченко, в том числе и ведущий телеканала АТР, был с нами на прямой телефонной связи. Ну вот так выглядит. Мы собрали практически все возможные. Наверное, есть еще другие версии, но тем не менее. Почему же все-таки ФСБ России возбудила уголовное дело против журналистки крымско-татарского телеканала АТР Гульсум Халиловой по статье 208 Уголовного кодекса России «Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства»? Почему Гульсум Халилову заочно арестовали на 2 месяца и даже объявили в международный розыск? И вообще насколько ей угрожает опасность, если она будет находиться на территории другого государства, но отличного от территории украинского государства. Ну, а мы продолжим через несколько секунд программу «Крымский вечер». Оставайтесь с нами. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио Крым Реалии. Это «Крымский вечер» не только с радио Крым Реалии, но также еще и с Еленой Римовской. Здравствуйте, Елена. И с Александром Янковским. Да, здравствуйте, мои дорогие. О чем мы далее будем говорить, Елена Римовская? У нас новости завтрашнего дня, и я предлагаю их все-таки начать с... Сегодняшнего дня. Нет, с прогноза погоды на выходные, потому что опять будут сильные ливни и грозы во второй половине дня 3 августа, и в течение суток 4 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, порывы ветра 20-25 метров в секунду, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму. Как отмечается, ухудшение погодных условий связано с прохождением южного циклона во второй половине дня 3 и в течение суток 4 августа на Крымском полуострове. Ты знаешь, некоторые критически настроенные наши читатели и зрители, и слушатели, они иногда спрашивают: так вы определитесь, говорит, что там в Крыму засуха или там ливни и вот такие наводнения? Это к нам вопрос? Это да, не к циклону вопрос, нет, это не к нам. К нам вопрос. Ну, потому что мы сообщаем как про засуху, так и про ливни, так и про дожди, и там про наводнения. Ну, в общем, все как оно есть. Но дело в том, что почему вообще возникают в Крыму вот такие явления, как, например, наводнения? Казалось бы, да? Неужели у вас есть ответ даже на этот вопрос? У меня есть ответ даже на этот вопрос. Да, я постараюсь его очень коротко дать этот ответ. Дело в том, что, во-первых, почва в Крыму — это не песок, да, вот который, ну, такая не песчаная почва. В Крыму очень тяжелая почва, как правило. Это либо известняки, либо такие суглинки. То есть это не чернозем. И вот эти почвы, они не очень хорошо впитывают в себя влагу. А когда выпадает ливень, то есть вот массовая, за несколько буквально минут выпадает там месячная норма осадков, понятно, что почва не может в себя все это впитать, и все это устремляется по ручейкам, речушкам, все это устремляется вниз. И как бы это ни было бы там удивительно, но и прискорбно на самом деле, но
в Крыму даже гибнут во время таких паводков, вот летних, даже иногда бывают гибнут люди, потому что вот когда устремляется такой большой поток воды, он сметает все на своем пути. И точно так же это русло реки, которое было пересохшим, оно моментально наполняется водой, и точно так же оно моментально практически и высыхает. Но я слушала данные МЧС, обещают, что после выходных опять будет жарко, потому что опять вернется режим повышенной пожароопасности в Крыму, но из Крыма в Севастополь. Вот в Севастополе в день ВДВ террористы захватили детей, это не шутка. В день воздушно-десантных войск российские спецназовцы провели в аннексированном Севастополе показательные антитеррористические учения, как сообщает корреспондент Крым Реалии, российские военные провели учения по захвату террористов и освобождению заложников, роль которых исполняли местные дети. Во время учений и упражнений использовалась пиротехника и производилась стрельба из автоматического оружия холостыми патронами, а один из спецназовцев во время показательного упражнения прицельно стрелял из автомата в сторону зрителей, которые были расположены на площади возле памятника буквой «П». Торжественные мероприятия проводились на мысе Хрустальный. Торжественные мероприятия. Торжественные расстрелы, да? На площади у памятника солдату и матросу на церемонию прибыло около 200 человек, бывшие десантники и спецназовцы, представители общественности, жители города, российский военный духовой оркестр. То есть все под музыку происходило. В праздничных, опять же, мероприятиях активно участвовали несовершеннолетние дети, как вы поняли. Ну и здесь, в частности, речь идет, конечно же, об участниках российской организации «Юнармия» и спецназовского отряда «Каскад». Напомню, что вот этот вот российский праздник, День ВДВ, отмечают 2 августа на основании президентского указа. Еще одна новость из Севастополя. Назначенный Москвой губернатор этого украинского аннексированного Россией города, господин Развожаев, не подписал ерунду. Тут можно было поставить точку, но ерунду не подписал, не простую и даже не золотую, а ерунду от Департамента образования Севастополя. То есть ему принесли ерунду на бумаге. Да. А он хотел, видимо, я не знаю, в каком-то другом виде ерунду. Как же выглядит ерунда в Севастополе? А это называется ерунда, по словам господина Михаила Развожаева. Это план, который был разработан на основании утвержденной в России концепции информационной безопасности детей и соответствующей дорожной карты. Меры по сохранению психического и психологического здоровья и благополучия детей, а также формированию севастопольской молодежи позитивного мероприятия. В этом документе было что-то о показательном расстреле детей из автоматического оружия холостыми патронами в Севастополе в день ВДВ? Думаю, что нет. Наверное, это расстроило господина Развожаева. Он сказал: все, ерунду эту унесите. Вот, например, тут он, значит, забросал господина, этого директора департамента Игоря Белозерова вопросами. Ну, хотел вначале, наверное, гранатами, но забросал вопросами. Как в деталях будет работать дорожная карта? Каким образом школы, на которых возложена полная ответственность, смогут выполнить заявленные им требования? Как обстоит ситуация с защищенным интернетом? И ведется ли работа с провайдерами? К сожалению, внятных ответов на эти вопросы этот исполняющий обязанности губернатора не получил, но отметил, что отчетов педагогам это прибавит. Вы удивитесь, но Бахчисарай вошел в топ-5 лучших мест для мужского отдыха в России. Ну, чем отличается мужской от женского отдыха? Это хороший вопрос. Это такой странное такое исследование провел сервис бронирования жилья российский, конечно же, под названием twill.ru. Помимо этого, Бахчисарай стал самым недорогим местом, куда едут мужчины, чтобы отдохнуть без женщин и детей. Я знаю такие места. Это на рыбалку едут в основном. Да? Самым популярным, интересно, кстати, тоже, самым популярным городом для чисто мужской компании стал Петербург. Не Севастополь в день ВДВ. В пятерку вошли также Краснодар, Казань, Петрозаводск и Бахчисарай в аннексированном Крыму. Популярными мужскими местами также стали озеро Банное в Башкирии, поселок Ильинский Аланецкого района, города Лахденпохья и Медвежьегорск в Карелии и Кисловодск Ставропольского края. Знаменитый Медвежьегорск, это, да, туристический центр вообще крупнейший. Ну и дешевле, самое дешевое место отдыха для мужчин, это оказался вот из всего этого списка Бахчисарай. Боже мой. Я на самом деле не понимаю. То есть, Бахчисарай, это же ведь, это древняя столица.
Это даже практически две древних столицы рядом, потому что до того, как столица была, резиденция хана перенесена в Бахчисарай непосредственно, да, она много лет она находилась рядом, но не в Бахчисарай, а чуть дальше на Чуфут-Кале. Ну... Иногда мы же часто озвучиваем вот эти всякие российские туристические рейтинги, в которых фигурируют крымские города. У меня есть ощущение, что они там не бывали никогда. Такое впечатление, что есть какая-то такая негласная разнарядка, что вот крымский город нужно включить в какой-то рейтинг чего-то российского, просто не разбираясь, да? Для чего там мужской отдых, женский отдых. Там, например, в Бахчисарае лучше морской курорт, вы да? Же можно помните, его так в Ялту маму не хотят вести, точно. Да? Ну, то есть очень много всяких или фантастических пляжи Джанкоя, рейтингов. вот знаменитые тоже. Тем временем в Петербурге, который, как вы знаете, самое популярное место отдыха у мужских компаний, женщина, как ни странно, продавала поддельные путевки. Сейчас продавала поддельные путевки, не в Бахчисарай, а в Артек. Стоил отдых в лагере якобы 30 тысяч рублей. А женщина представлялась сотрудницей Следственного комитета. Вот это тоже интересно, не вызывало ли это подозрений у тех, кто покупал? Серьезная структура, серьезные путевки. То есть не могут подставить? Конечно. Об этом сообщает РИА Новости. Раскрыть преступницу удалось, когда пострадавшие пришли на личный прием к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и заявили о совершенном преступлении. Женщина обещала отправить детей в Артек на летнюю смену с 13 июля по 4 августа. Значит, далее цитата представительницы Следственного комитета, настоящей, по крайней мере, так нас уверяют. 12 июля этого года всем родителям, купившим вышеуказанные путевки, пришли электронные письма о том, что их дети не прошли конкурсный отбор, в связи с чем им отказано в путевках. Деньги злоумышленница не вернула, а распорядилась ими по своему усмотрению. Выяснено также, что преступница уже совершала подобные преступления и была судима. Сейчас принимает решение об избрании меры пресечения. То есть она и дальше продолжит работать в Следственном комитете. Наверное. Хорошо. А что у нас дальше? Какая интересная новость. Китай якобы увеличивает закупки крымских вин. Об этом сообщил заместитель господина Аксенова по Российскому совету министров Крыма Георгий Мурадов. По его словам, в экономическом плане Крыму комфортно работать с представителями Китая, Вьетнама, Индии и государствами Северной Африки. В частности, представители Индии очень интересуются возможностями крымской эфиромасличной промышленности. Я уже, кстати, слышал эту новость о том, что есть такая культура, из которой выращивают, называется на рыжик. Из нее потом масло делают такое. Давит, такая, косточка у нее очень маленькая. Не косточки, семена такие, они богато на масло. Это как тмин вот такого, да, там он же... Ой, боже, ладно, всякие масличные культуры, которые сладко пахнут и дает очень много интересного масла, и якобы действительно и индусы заинтересовались, чтобы это сырье не возить, потому что сама по себе косточка, она очень легкая, а ее, когда ее везти, это просто-напросто перевозить воздух, то есть лучше давить на месте масла. Но не знаю, да. Вот что и до чего договорился господин Мурадов, тут надо, наверное, делить на 2 или на 3, а может быть и на 50. У меня к вам вопрос. Вы заклеиваете камеру на ноутбуке? Надо. Сейчас это вопрос из разряда, смотрите ли вы «Игру престолов», Александр. В общем, все нормальные люди заклеивают камеру, даже Марк Цукерберг заклеивает, и это стало уже предметом обсуждений давным-давно. А вы нет, и это, конечно, ваша проблема, учитывая ваш род деятельности. Так вот, в организации «Российская система качества» призвали россиян заклеивать камеру и микрофон ноутбука. Но вы не россиянин, откроем нашим слушателям секрет, поэтому... Уже нет? Поэтому, наверное, вы и не заклеиваете. Значит, это реально сегодня была новость на вообще всех российских информационных ресурсах. Эксперты сравнивают такую камеру такую меру с входной дверью в дом, которая всегда закрывается на ключ. Интернет — небезопасное пространство, поэтому не стоит пренебрегать правилами цифровой... Не стоит выходить в интернет, раз оно настолько небезопасное пространство. Да, по словам экспертов, во избежание атак со стороны киберпреступников нужно обязательно устанавливать на компьютеры антивирусы и обновлять программное обеспечение. Это мы догадываемся. Кроме того, нужно заклеивать микрофон. Еще и вот этот, кстати, большой. Потому что перед эфиром надо заклеивать. И камеру вот эту вот. Я скажу руководителю, нашему звукорежиссеру, чтобы он выключил микрофон сразу же после начала программы. Вот так вот, да. Хорошо. Да, и, то есть, зачем это делать? Эксперты уверяют, что так вы себя обезопасите от, скажем так, утечки данных. От бездуховности. Например, как бы.
Мне так кажется. А чего еще может быть? От плоскостопия. Вариант с бездуховностью мне понравился. Ой, какая замечательная новость. Вот смотри, мы сегодня в нашей программе рассказывали о том, как ФСБ России, оно объявляет в розыск украинских граждан. Гульсум Халилову, например, журналистку телеканала АТР, Эскандера Бариева, члена Меджлиса крымско-татарского народа. И как с этим, и что с этим делать? А вот в самой России число граждан, которым закрыт выезд из страны из-за долгов, выросло с начала года на 1 миллион. То есть, понимаешь, у них такая ситуация, что вот граждане России, если у них есть какой-нибудь долг там перед банком, еще перед какой-то судебный процесс, они просто-напросто не могут выехать за границу. Даже если это долг, там, я не знаю, сколько там, 10 тысяч или 15 тысяч рублей. Да, мы с вами это как-то обсуждали, что эта судьба теперь постигла и крымчан, учитывая ситуацию в Крыму после 2014 года, что там тоже не выпускают, если есть долги. Я даже больше скажу. Вот те люди, некоторые, с которыми общался я в этом году, они спрашивают, допустим, у приезжих россиян, говорят, ну у тебя же деньги есть, что ты не поедешь куда-нибудь в нормальный курорт на отдых? Ну можешь ты себя способить. Да, понимаешь, я кредитов набрал, отдавать не хочу, поэтому поехал в Крым. Вот такая приблизительно Мы с вами логика. планировали, что мы будем какой-то хорошей новостью заканчивать хотя бы наш пятничный эфир. Мы провалили эту миссию на эту неделю, но мы все-таки надеемся, что у вас хорошее настроение в преддверии выходных. А там и Хорошего вам дождик будет. вечера Всего вам и доброго. до понедельника.